Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Киргизстан подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере. Туркменистан заинтересован в укреплении партнерства в формате Центральная Азия плюс Япония. Через систему единого окна в Туркменистане прошло более 20 тысяч заявок. И другие новости. В Чолпан-Ате прошло 6-е заседание межправительственной туркмено-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. На заседании обсуждался широкий спектр вопросов сотрудничества между странами, особенно в энергетической сфере. По итогам встречи подписаны документы об импорте электроэнергии из Туркменистана в Киргизстан на 2025 год. Состоялось совещание старших должностных лиц диалога Центральная Азия плюс Япония, на котором обсудили подготовку к предстоящему саммиту, запланированному на 9-10 августа в Астане. Туркменистан на мероприятии представлял заместитель министра иностранных дел Ахмед Гурбанов, который подтвердил заинтересованность страны в развитии партнерства в рамках диалога. В Туркменистане успешно внедрена система единого окна для экспортно-импортных операций. Для обеспечения доступа участников внешнеэкономической деятельности к системе создан государственный информационный веб-портал www.tradebridge.gov.tm. Механизм позволяет пользователям однократно предоставить информацию о товарах или транспортных средствах, пересекающих таможенную границу, в единый пункт подачи. На данный момент в системе зарегистрировано около 5000 участников. Количество заявок, поданных в электронной форме и обработанных уполномоченными органами, превысило 20 тысяч. В музее Махтумкули-Фраги, что находится на родине поэта, в селе Геркес, хранится этнографическая редкость золотого фонда – небольшой палас, относящийся к XVIII веку, который является фамильной вещью потомков Давлетмамеда Азади. По словам научных сотрудников музея, этот палас был подарен в 1983 году Ляли Маратгельдыевой, жительницей трапа Махтумкули, которая происходит от прямых потомков поэта-классика туркменской литературы Курбандурды Зелили. Ученые установили, что Зелили доводился племянником Махтумкули, а безворсовый ковер был соткан его женой Нуредже. Новые направления сотрудничества в транспорте рассмотрели в ходе неформальной встречи посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов и глава кабинета Еврокомиссара по международному партнерству Танили Лахти. Транспорт стал ключевой областью внимания, и обе стороны признали растущую важность двустороннего сотрудничества в более широком контексте отношений между Центральной Азией и ЕС. В Москве прошла очередная ежегодная международная конференция Евразиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. На форуме собрались более 100 участников из 19 стран, включая представителей Национального музея живой природы Туркменистана. Деятельность Ашхабадского зоопарка на форуме представил в своей презентации зоолог профессор Эльдар Рустамов. Руководству Московского зоопарка в качестве подарка было преподнесено 4-е издание Красной книги Туркменистана, вышедшее в этом году. В 2024 году Япония достигла невиданных высот в сфере туризма, приняв за первое полугодие 17,78 миллионов иностранных гостей. Несмотря на очевидные выгоды от туризма, японский бизнес сталкивается с трудностями из-за слабой иены и низкого внутреннего спроса. В ответ на это предприниматели рассматривают введение дифференцированного ценообразования для местных жителей и туристов. Туристическая организация Хоккайдо планирует эксперимент с двойными ценами этой осенью, предлагая скидки для японцев. В городе Химедзе обсуждается повышение стоимости билетов в знаменитый замок для иностранцев в 4 раза до $30 при одновременном снижении цены для местных до $5. Это решение продиктовано необходимостью сохранения исторического памятника, страдающего от чрезмерного наплыва посетителей. Деятельность аэропорта Франкфурта была временно прервана из-за акции участников экологического движения. Активисты проникли на территорию аэропорта и приклеили себя к взлетно-посадочной полосе с плакатами «Нефть убивает». Для обеспечения безопасности работа аэропорта была приостановлена на время проведения полицейской операции. Сердар Азмун согласился на переход в Шабаб Аль-Ахли, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Байер получит за 29-летнего игрока 5 миллионов евро. Медицинское обслуживание Азмуна запланировано на понедельник. Шабаб Аль-Ахли – один из самых титулованных клубов ОАЭ. Прошлый сезон Азмун провел в Роме на правах аренды. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны испанской Севильи. Футбольный клуб «Шагадам» из города Туркменбаши объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил 73-летний Али Гурбани. Он сменил на этом посту Евгения Ткаченко, который остается в
в клубе в качестве помощника тренера. В настоящее время Шагадам проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Картепе. Помимо смены тренера, клуб активно поработал над усилением состава в летнее трансферное окно. Шагадам подписал 4 новых футболистов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.